Предлагаем вашему вниманию обзор экономических, спортивных событий, чрезвычайных происшествий и новостей экономики. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. В столице республики завершились досрочные выборы мэра. Победу одержал Евгений Григорьев, кандидат от «Единой России», до этого временно исполнявший обязанности главы Якутска. За него, по предварительным данным, свой голос отдали 37 083 избирателя. Второе место в выборной гонке занял Виталий Обедин, представитель «Справедливой России». Он набрал 33 228 голосов. Замыкает тройку кандидат от Компартии Савва Михайлов. Его в качестве мэра хотели видеть 9535 человек. Остальные кандидаты набрали 1% голосов и менее. В соответствии с уставом города Якутска, после того, как наша комиссия подпишет свой протокол об итогах голосования, состоится вступление в должность главы городского округа, и после этого уже город начнет работать с новым главой. В течение 3 дней голосования для города это была новая форма, и мы учились работать в таком формате, и наши участковые избирательные комиссии, и избиратели. И я хочу сказать, что по явке, на муниципальных выборах обычно она и бывает в районе 40-45%, поэтому нельзя говорить, много или мало ли избирателей пришло. В принципе, это очень стандартно получилось, Глава Якутии поздравил Евгения Григорьева с победой. Айсан Николаев отметил, что Григорьев справится с новой ответственной должностью и много сделает во благо Якутска. «Хочу поблагодарить всех горожан, которые не остались в стороне и в эти дни пришли на свои избирательные участки», отметил Айсан Николаев на своей официальной странице в Инстаграм. Владимир Путин рассказал, что после вакцинации от коронавируса у него почти не было побочных эффектов. Он также отметил, что в течение 3 дней после прививки не занимался спортом, а только принимал контрастные ванны. Президент не уточнил, какой из 3 зарегистрированных российских вакцин он привился, и заявил, что ему неизвестно об их серьезных побочных эффектах. Также российский лидер выразил мнение, что введенные в стране из-за пандемии ограничения будут сниматься после формирования коллективного иммунитета, когда вакцинацию пройдут около 70% взрослого населения. По словам главы государства, данный показатель может быть достигнут к концу лета. Действительно, дело это нужное, даже необходимое, на мой взгляд. Если человек хочет чувствовать себя уверенно, не хочет болеть и иметь тяжелые последствия после болезни, то лучше эту прививку сделать, конечно. Меня перед прививкой измерили температуру. Так, по-моему, все делают. Людей, у которых есть какие-то осложнения, я не знаю, какие-то болезни хронические. Но лучше, конечно, заранее проконсультироваться с врачом, со специалистом. По-моему, что касается наших прививок, у них противопоказаний-то никаких нет. Я знаю точно совершенно, что прививаются люди с достаточно тяжелыми хроническими заболеваниями и нормально себя чувствуют. Во всяком случае, мне неизвестно ни одного серьезного побочного эффекта от применения всех наших зарегистрированных 3 вакцин. Поэтому они у нас появились, они эффективные, надежные и безопасные. Теперь об актуальной эпидобстановке в регионе. За минувшие сутки в Якутии выявили 26 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщила замруководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина на брифинге. В Якутске выявлено 19 случаев, сказала она. Также по 2 заболевших зарегистрировали в Вилюйском и Мирнинском районах. По 1 инфицированному зафиксировали в Алданском, Нерюнгринском и Тампонском районах. Лаборатории республики за сутки обработали 761 тест на коронавирус. В ходе брифинга Ольга Балабкина напомнила о правилах проведения массовых мероприятий в пандемию. Крайняя неделя, которая у нас с вами прошла, она для нас была характерна разработкой и введением новых стандартов поведения во время массовых мероприятий. Как во время проведенного республиканского фестиваля «Муссустар», так и во время выборов главы города Якутска были опробированы стандарты безопасного проведения, исходя из, соответственно, санитарно-эпидемиологической ситуации. В связи с этим еще раз обращаю внимание, что само по себе проведение массовых мероприятий происходит по согласованию с оперативным штабом, исходя из текущей санитарно-эпидемиологической ситуации с соблюдением соответствующих требований.
Для переболевших COVID-19 культурно-спортивный комплекс «Алроса» в Мирном запустил курсы адаптивной физкультуры. Упражнения разработали по методическим рекомендациям. Для кого они рассчитаны и чему способствуют занятия, узнавала Иванна Филиппова. Восстановление после коронавируса занимает у всех разный период времени, от 3 до 6 месяцев. Это все индивидуально. Совместно с медцентром разработана реабилитационная программа, в которую входит 3 комплекса упражнений общеукрепляющих и специальных дыхательных упражнений, то есть адаптивная физкультура. Перед тем, как записаться в группу адаптивной физкультуры, нужно пройти обследование у нас в медицинском кабинете, спирометрию и кардиографию. Что такое спирометрия? Спирометрия – это определение жизненного объема легких. Жизненная емкость легких – максимальное количество воздуха, которое можно выдохнуть после глубокого вдоха. Итак, следующий шаг – занятия по адаптивной физкультуре. Их проводят в бассейне «Кристалл» и «Олимп». У нас есть комплекс упражнений для поражения легких более 30%. Он разработан нашим медицинским центром «Алроса». Эти упражнения в основном проходят на месте, сидя. Упражнения направлены на восстановление легких. Это, как правило, дыхательная гимнастика. Она помогает увеличить объем, восстановить легкие, насытить организм кислородом. То есть, я так поняла, с помощью дыхательной гимнастики можно восстановить объем легких. Да, все верно. Поднимаем прямые руки вверх, делаем глубокий вдох, опускаем руки вниз, делаем выдох. Когда поднимаем руки вверх, хорошо прогнуться нужно в грудном отделе. Занятия состоят из простых упражнений. В первую очередь здесь научат правильно дышать. Все это поможет укрепить дыхательную мускулатуру. Комплексы включают и занятия дыхательной гимнастикой и йогой. Эти занятия будут проходить 2 раза в неделю. Вся основная направленность идет на дыхательную гимнастику, чтобы восстановить легкие, чтобы увеличить объем легких, и научить человека, бывает, правильно дышать всеми легкими. Записаться на занятия по адаптивной физкультуре получится не только в Мирном, но и Удачном и Айхале. Приобрести абонемент можно в кассах КСК или мобильном приложении «Единая карта клиента КСК». Иванна Филиппова, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край». Переходим к новостям экономики. Федеральная налоговая служба и Министерство финансов России предложили ужесточить практику применения контрольно-кассовой техники на розничных рынках. ФНС уже направила свои инициативы в Минфин. Служба предлагает сократить перечень случаев, при которых на рынке может не применяться кассовая техника, и обязать арендаторов подтверждать ее наличие перед заключением договора аренды. Помимо этого, управляющие рынками компании на постоянной основе должны контролировать у арендаторов наличие зарегистрированных кассовых аппаратов и запретить допуск на рынок лиц, чья деятельность приостановлена. Также предлагается осуществлять упрощенный порядок привлечения продавцов к административной ответственности в виде предупреждения. Сейчас об актуальном курсе валют. По информации Центробанка, доллар сегодня остановился на отметке в 75 рублей и 76 копеек. Евро стоит 89 рублей и 26 копеек. Покупает и продает американскую валюту сегодня по наилучшей цене Россельхозбанк. Покупка 75 рублей и 23 копейки, продажа 75 рублей и 93 копейки. Курс обмена евро сегодня самый выгодный в Азиатско-Тихоокеанском банке. Продает за 88 рублей и 72 копейки, а покупает за 89 рублей и 61 копейку. Агентство РИА составило рейтинг регионов по зарплатам в малых и средних населенных пунктах. О том, сколько зарабатывают россияне за пределами региональных столиц и крупных городов, расскажет Нургуяна Иванова. Нургуяна, приветствую. Где самые высокие зарплаты и как дела обстоят в населенных пунктах Якутии? Сергей, я тебя приветствую. Самые высокие зарплаты в малых и средних населенных пунктах получают жители северных и дальневосточных регионов.
В топ-5 вошли Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Ханты-Мансийские автономные округа, а также Магаданская и Сахалинская области. Это районы с хорошо развитой добывающей промышленностью, сосредоточенные главным образом вокруг месторождений. Что касается Якутии, то она расположилась на 7-м месте рейтинга. В эфире новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. 480 миллиардов кубометров газа прирастил «Газпром» в 2020 году. Более 40% пришлось на новое месторождение на шельфе Карского моря. Как сообщили в компании, в отчетный период на территории России было выполнено свыше 5000 квадратных километров сейсморазведочных работ методом 3D. Пробурено более 57 тысяч метров горных пород. В том числе компания построила технически сложные скважины глубиной до 4500 метров. В настоящее время «Газпром» занимается доразведкой запасов Баваненковского и Харасовейского месторождений в Якутии. В рамках развития Якутского и формирования Иркутского центров газодобычи продолжаются геологоразведочные работы на Чиендинском и Кавыктинском месторождениях. Что касается ЧНД, компания «Газпромнефть» в 10 раз увеличила добычу углеводородов, нефти, газа и конденсата на нефтяных оторочках Чиендинского месторождения в 2020 году. Показатели достигли 1000 тонн сырья в сутки. Максимальный уровень добычи на промысле составит почти 3 миллиона тонн нефтяного эквивалента в год. Компания «Алроса» продлила действующие долгосрочные контракты для постоянных клиентов на второй квартал 2021 года. Решение принято в рамках подготовки к заключению долгосрочных договоров на новый 3-летний период. На протяжении первого квартала 2021 года «Алроса» в результате переговоров со всеми своими долгосрочными клиентами определила, что структура текущего спроса может существенно отличаться от традиционной торговой истории в контрактном периоде. Ограничения, связанные с COVID-19, обусловили приостановку регулярной алмазной торговли в прошлом году на несколько месяцев. В результате торговая история разделилась на 3 части: накопленная до пандемии, точечные покупки во время первой волны локдаунов и новая структура спроса после возобновления регулярных торговых сессий. Компания «Эльга Уголь» попросила преференции на транспортировку угля. Компания заинтересована в увеличении отгрузок на восток в связи с развитием собственных активов. Угольный холдинг предлагает поддержать законопроект о приоритете коксующегося угля перед энергетическими при транспортировке железнодорожным транспортом в сторону дальневосточных портов. На данный момент проект находится на рассмотрении. «Эльга Уголь» считает, что приоритет коксующегося угля необходим, так как его добыча и перевозка более выгодна. В частности, на данный вид топлива выше ставка НДПИ, что подразумевает более высокие отчисления в бюджет. Кроме того, перевозки в восточную сторону для РЖД дороже на 8%, что также предполагает рост дохода. Новую котельную запустили на Эльгинском месторождении, которая обеспечит отопление и горячее водоснабжение в вахтовом поселке Эста в Нерюнгринском районе. Котельная будет отапливаться углем, добытым на Эльгинском месторождении. Новый инвестор А-Проперти намерен построить жилой поселок на месторождении. Так, в феврале текущего года Эльгинский проект договорился с консалтинговой компанией КБ «Стрелка» о создании мастер-плана нового жилого поселка с населением до 20 тысяч человек. В поселении могут появиться офисные здания, библиотеки, места для занятий спортом и оздоровительные центры. Якутские и приморские компании намерены развивать сотрудничество в сфере туризма. В Якутске побывала делегация приморской бизнес-миссии, которая презентовала туристический потенциал Приморского края. В мероприятии приняли участие якутские туркомпании, заинтересованные в развитии деловых связей с Приморьем. Данные анализа турпотоков в Приморский край в летний период последних лет показывают, что порядка 23% потока составляют якутские туристы. Итогом визита стали подписание соглашений между несколькими якутскими и приморскими компаниями. 13 населенных пунктов Якутии получат средства на благоустройство общественных территорий в 2022 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Благоустройство поселений решит голосование, которое пройдет с 26 апреля по 30 мая текущего года. Специальная федеральная платформа для голосования будет доступна на портале госуслуг. Выбрать объект для благоустройства сможет каждый якутянин, начиная от 14 лет. Отметим, что ранее по данному проекту были благоустроены такие крупные общественные пространства, как городской парк в Нюрбе, набережная в Покровске, сквер в Бердягистяхе, центральная площадь в Жатае, скверы в Алдане и Нерюнгре, а также набережное озеро Талая и площадь Ворота Якутска. Это были все новости экономики к этому часу. Оставайтесь в курсе событий на Якутия-24.
Сергей, тебе слово. С экономической ситуацией в стране и мире нас ознакомила Нургуяна Иванова, а мы продолжаем выпуск. Возможности использования авиа- и автобеспилотников в России хотят расширить. Такую норму содержит правительственный законопроект, который Госдума планирует рассмотреть в первом чтении. В Кабмине объясняют, что сейчас авиационное законодательство направлено на регулирование лишь пилотируемой авиации. Предлагается предоставить возможность применения с определенными особенностями отдельных положений Воздушного кодекса России. Речь может идти о грузовых перевозках с использованием беспилотных авиационных систем, обеспечивающих доставку широкого спектра грузов до 500 килограммов. Также законодательно будет отрегулировано использование беспилотного наземного транспорта, высокоавтоматизированных транспортных средств. Пока что законодательство о безопасности дорожного движения не допускает эксплуатацию автомобилей без водителя. Суперкампус инфраструктура для проведения финала национального чемпионата WorldSkills Russia в 2025 году. В столице под таким названием стартовала форсайт-сессия с участием представителей профессиональных образовательных организаций, институтов развития, профобразования, исполнительных органов государственной власти, а также приглашенных федеральных экспертов. Что обсуждают в прямом эфире, нам расскажет Ульяна Шагина. Уля, добрый день, тебе слово. Сергей, добрый день. Вторая половина дня форсайт-сессии. Масштабное мероприятие проходит в очном формате и собрало более 100 участников. Вот сейчас вводная лекция уже прошла, и участники уже разделились по группам. И главным итогом всей этой встречи должно быть то, что участники должны понять, что такое суперкампус, что он может дать и что от него ждать. Ну, проект вполне-таки амбициозный, но реальный, утверждают власти Якутии. Так, до 2025 года суперкампус уже должен появиться на территории Якутии. Напомним, именно в 2025 году в Якутске пройдет финал национального чемпионата WorldSkills Russia, который как раз-таки должен пройти на территории нового современного суперкампуса. Кстати, проект для системы среднего профобразования не только для Дальнего Востока, но и для всей России совершенно новый, так что его реализация станет открытием для многих. Ну а мы до включения уже поговорили с министром образования и науки Республики Михаилом Сивцевым, который как раз-таки более подробно рассказал о суперкампусе. Давайте послушаем, что именно он сказал. При проектировании суперкампуса мы что видим? То есть это тот инструмент, который позволит реализовать наши все задумки и идти в ногу со временем, с теми трендами, которые мы сегодня затронули. На сегодняшний день мы организационно реализуем наши программы среднего профессионального образования. На территории города, вы знаете, есть несколько образовательных организаций, отдельных юридических лиц. Они друг от друга разобщены. Вот, при формировании одного кампуса студенческого городка у нас появляется междисциплинарное взаимодействие, развитие этого взаимодействия в более тесном контакте. Оттуда у нас будут появляться новые виды, новые направления для экономики и возможности для подготовки специалистов. Общая площадь кампуса составляет более 60 тысяч квадратных метров. Это уже известно, но пока точно еще не известна территория строительства суперкампуса. Но предположительно это будет поселок Кангаласы, это пригород столицы. Но все может, конечно же, стать известно уже к последнему дню сессии. Участники мероприятия обсуждают не только технические характеристики суперкампуса. Кстати, новый современный суперкампус, он объединит до 10 учреждений среднего профобразования, которые сейчас находятся на территории республики. И здесь будет иметься, конечно же, вся инфраструктура, в том числе и общежитие для студентов. Это такой студгородок, но здесь будут обучаться не студенты высшего образования, а как раз-таки студенты среднего профобразования. И в первую очередь, конечно же, материально-техническая база, она будет суперсовременной. В первую очередь это предусматривает строительство
строительство современных мастерских, чтобы здесь могли практиковаться студенты. Сессия продлится 3 дня. Кстати, темы обсуждений весьма такие интересные. И здесь говорят не только о самом суперкампусе. Кроме того, темы такие, как креативная экономика, уникальные компетенции, ну и в целом говорят по будущему образованию и новых профессиях, которые могут появиться не только в республике, но и по всей России. Сессия продолжает свою работу. Ну а у меня на этом все. Передаю слово коллегам. Ульяна, спасибо. Будем ждать от тебя новые подробности этого большого образовательного проекта. А пока переходим к мировым новостям. Аукционный дом Сотбис продал малоизвестную картину Винсента Ван Гога, которая более столетия находилась в частной коллекции и была недоступна для публики. Финальная цена на торгах примерно в 2 раза превысила ожидаемую, рассказывает Артем Сторонов. Картину Винсента Ван Гога, которая более века провела в частной коллекции французской семьи, продали на парижском аукционе. Написанное в 1887 году полотно называется «Уличная сцена на Монмартре». На нем изображены мужчина и женщина, идущие рука об руку мимо ветхого забора с ветряной мельницей на заднем плане. Картина относится к периоду, когда художник непродолжительное время жил во французской столице со своим братом. Вы видите, что он вводит яркие цвета, использует очень чистые пигменты. Одна из причин, по которой цвета так хорошо сохранились, это высокое качество красок, которые использовал Ван Гог, и которые, я думаю, купил для него его брат Тео. Между Винсентом и Тео была красивая история, так что эта картина очень трогательная. Она как свидетельство их отношений, когда они жили вместе. В ней можно многое увидеть. Аукцион проходил в режиме онлайн. Помимо Парижа, ставки принимали в Нью-Йорке и Гонконге. Картину пришлось продавать дважды за день. Первый раз итоговая ставка достигла 14 миллионов евро, однако из-за сбоя в системе сделку отменили. В результате при второй продаже финальная цена оказалась на 1 миллион евро меньше. Тем не менее, результат сильно превзошел ожидания устроителя аукциона. Изначально они предполагали, что за такое малоизвестное полотно покупатели предложат 5, максимум 8 миллионов евро. Вулкан в Исландии превратился в центр притяжения для специалистов-сейсмологов, туристов и фотографов. Для одних его извержение – предмет научного интереса, для других – яркое во всех отношениях шоу. Подробности в следующем материале. С начала извержения вулкана Фаградальсфьядль склоны окрестных гор превратились в зрительный зал, из которого публика наблюдает за фантастическим и к тому же бесплатным представлением, а кто-то и участвует в нем. За минувшие недели тысячи жителей Исландии протоптали народную тропу на полуостров Рейкьявикс. Огненное шоу притягивает туристов, фотографов и ученых. Насидевшись за время пандемии по домам, люди не устают любоваться ярким зрелищем. Многие возвращаются сюда снова и снова, как, например, фотограф Элин Бьорк Гудмунсдоттер. Она здесь в 3-й раз. Поначалу можно было подойти почти к самому кратеру, но вскоре вытекавшая из него лава застыла, образовала новую гору и стала отодвигать зрителей все дальше и дальше. Гуннар Фрейер рад снова оказаться в густой толпе. За прошлый год это стало чем-то поистине нереальным. Прекрасное ощущение окунуться в такую вибрирующую атмосферу, когда вокруг множество людей. Забываешь о пандемии. Все словно остается в прошлом. Наплыв гостей таков, что власти проложили специальную пешеходную тропу к месту извержения протяженностью 3,5 километра. Ближе на машине подъехать нельзя. Организовано также патрулирование, чтобы никто не приближался к опасной зоне и не подвергался воздействию вулканических газов. Длинные вереницы припаркованных на обочине еще недавно пустынные дороги автомобилей стали привычным элементом пейзажа. Что касается самого извержения, то вулканологи не берутся прогнозировать, когда оно может закончиться. Не исключено, что прежде пройдут годы, а то и десятки лет. В Пекине снова проблемы с качеством воздуха. Буря из Монголии принесла пыль в столицу Китая, рассказывает Татьяна Гамозова.
В Пекине в воскресенье небо затянуло плотной дымкой. Китайская столица во второй раз за 2 недели оказалась на пути песчаной бури, пришедшей со стороны Монголии. По данным властей, содержание в атмосфере наиболее опасных для дыхания мелкодисперсных частиц PM2,5 превысило 300 микрограммов на кубический метр. Это почти на порядок больше, чем стандартные для Китая 35 микрограммов. Видимость в городе серьезно ухудшилась, и люди вынуждены носить маски для защиты от пыли, а не только коронавируса. Такая погода, конечно, на меня влияет. Я не могу выйти на пробежку, вообще мало шансов потренироваться. В такой день заниматься вредно для здоровья. Но в целом меня это мало беспокоит. Наверное, потому что я уже привык. По данным китайского метеорологического управления, буря пришла из Монголии, где теплая весна в сочетании с редкими дождями привели к оголению больших пространств земель. Синоптики предупредили, что из-за погодных условий пыльные бури, вероятно, продолжатся и в апреле. Вишневые сады в Вашингтоне зацветут со дня на день благодаря теплой и солнечной погоде. Доступ публики в парки будет, однако, ограничен ради предотвращения распространения коронавируса. О ежегодном цветении садов расскажут наши коллеги. Парки по берегам приливного бассейна в Вашингтоне вот-вот окрасятся розовым, зацветут вишни. Процесс развивается стремительно благодаря обилию тепла и солнца. По традиции праздник цветения собирает толпы народа, но во время пандемии власти сочли необходимым ограничить доступ публики на некоторые участки, говорит представитель Национальной парковой службы Майк Литрест. Как мы видели в прошлом году, когда стояла хорошая погода, сюда приходило множество людей. Обеспечивать соблюдение дистанции было трудно. Если то же самое повторится в этом году, вы не сможете приблизиться к водоему, независимо от того, живете ли вы в Вашингтоне или приезжий. То, что происходит с деревьями сейчас, носит название удлинение цветоноса. Лепестки еще плотно сжаты, но готовы раскрыться в любой момент. Тэмми Месси собирается вместе с мужем прийти в сад к 4 утра, чтобы заодно полюбоваться и восходом солнца. Кристиан Сота намерен вернуться на будущей неделе. Я, в общем-то, расстроился из-за того, что закрыта часть парка, но хотя бы пешеходные дорожки доступны. Сейчас наступила 4-я фаза развития цветков из 6. По прогнозам метеорологов, пик придется на период с 30 марта по 3 апреля. Возвращаемся в Россию. В наступившем году эксперты прогнозируют рост цен на лекарства для животных. По исследованиям Росстата, за первый год они уже подорожали в среднем на 6-10%. В 2021 году подорожание еще на 5%. Для муниципальных ветеринарных клиник новость неутешающая. Финансирование и так оставляет желать лучшего. Анна Брянская узнала, какие проблемы есть в Мирнинской ветлечебнице и как они решаются. Лолочка, дай лапу. Дай лапу, Лола, дай лапу. Лапу дай. Подать хозяйке лапу, понюхать снег, преодолеть препятствия на игровой площадке белоснежной Лоли в удовольствие. Щенок породы шицу в семье Кристины Дорофеевой появился случайно. Увидели ее фото на сайте объявлений. Уже через пару часов собаку забрали. Радовались. Правда, прошлой осенью мирнинцам пришлось попереживать. Здоровье питомца подкачало. На коже вылезла сыпь, повысилось слюноотделение. Мы поняли, что нужно обращаться в ветеринарную клинику. Там, к сожалению, нам не смогли оказать должной помощи, лишь сняли симптомы. Я обратилась к онлайн-ветеринару через приложение московскому. И по нашим уже симптомам, по картине нашей, она назначила анализы, которые нужно сдать. Но сдать их в Мирном не получилось. В местной клинике не оказалось нужного оборудования, говорит Кристина. В итоге с больным псом девушке пришлось ехать в частную клинику за 230 километров в Ленск. В Мирнинской же лечебнице не отрицают. Они бы и рады расширить перечень услуг, да денег не хватает. У нас в целом финансируется управление ветеринарии. И оно финансируется за счет республиканского бюджета. В состав управления входят структурные подразделения, в том числе и ветеринарная лечебница. Но желательно бы, конечно, побольше, но в связи с пандемией у нас резко сократилось финансирование.
Сумму, выделенную на этот год, руководитель называть не стал. Судя по всему, дела не идут в гору. На клинику один полупустой стеллаж медикаментов и единственный аппарат УЗИ. Последний настроен только для исследования беременных животных. Лаборатории для сдачи анализов нет. Перед кабинетом приема больных животных есть прайс, в котором указаны цены на услуги. Так, например, первичный прием хозяину обойдется в 100 рублей. Даже если ветеринары будут принимать хотя бы по 15 животных в день, это 1500 рублей. В то время как, чтобы заменить аппарат УЗИ, уже здесь устаревший, понадобится 700 тысяч. Не хватает здесь и персонала. Штат рассчитан на 5 сотрудников. Трудоустроены 3. 2 из них в декрете. Фактически Юлия Рыбалка работает в одиночку. Она и фельдшер, и врач, и руководитель. Бывают, конечно, форс-мажорные ситуации, и экстренные пациенты приходят, и какие-то травматические ситуации. Тяжеловато справляюсь. Уровень ветеринарной помощи в Мирном власти республики уже обсуждали в этом году на февральском отчете правительства. Председатель районного совета депутатов Андрей Кузнецов рассказал, не только в оборудовании и медикаментах дело. Сегодня мы обездвижены, потому что все ЧП, которые происходят с животными, они происходят в вечернее время, а в 17:30, самое максимальное, эти службы уже закрыты, ветеринарные службы закрыты, и к некому обратиться. Решать проблемы Петр Петров, руководитель департамента ветеринарии Якутии, порекомендовал общими усилиями на месте. Но, как пояснили нашей редакции в администрации Мирного, к ветеринарной клинике город не имеет отношения. А вот руководители лечебницы заверили, в этом году закупят аппарат для полостных операций и хирургические столы. Изменит ли это ситуацию, покажет время. Анна Брянская, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Жители Якутии, несмотря на большую профилактическую работу о мошенниках, продолжают становиться жертвами этого вида преступлений. Так, в отдел полиции Якутска обратилась женщина с заявлением о хищении денег с банковской карты. Более подробное происшествие расскажет мой коллега Дмитрий Тымыров в рубрике ЧП. Дима, здравствуй, тебе слово. Сергей, здравствуй. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлен подозреваемый. Им оказался безработный 33-летний мужчина. Установлено, что в день происшествия потерпевший и подозреваемый вместе распивали алкоголь. Когда женщина пользовалась приложением «Мобильный банк», злоумышленник подсмотрел и запомнил пароль. Затем, уличив момент, он взял телефон потерпевшей и похитил с чужой банковской карты 3000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Здравствуйте, в эфире рубрика «Чрезвычайные происшествия», в студии Дмитрий Тымыров. Прокуратура Ленского района поддержана гособвинение по уголовному делу в отношении жителя города Ленска, обвиняемого в совершении преступления по статье «Умышленное причинение смерти другому человеку». В ходе суда установлено, что мужчина, ранее неоднократно судимый за совершение умышленных преступлений, в ноябре 2020 года в ходе распития спиртных напитков на почве личных неприязненных отношений нанес не менее 30 ударов кухонным ножом своей пожилой соседке, которая от полученных ран скончалась на месте преступления. По результатам рассмотрения уголовного дела суд признал подсудимого виновным и приговорил его к лишению свободы сроком на 13 лет 6 месяцев с отбыванием колонии особого режима. Приговор к законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами. По итогам 2 месяцев на территории республики зарегистрировано 1889 преступлений, что на 0,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается на сайте прокуратуры региона. Так, снижение уровня преступности отмечено в 18 районах и городах, в том числе наиболее существенно в Анабарском, Горном и Татинском районах, а также в таком крупном административном центре, как город Нерюнгри. На 18% уменьшилось число преступлений против жизни и здоровья. При этом отмечается рост уровня преступности против собственности на 6,3%. Их было совершено 940 преступлений. Но, несмотря на это, продолжается рост числа преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в сфере компьютерной информации. Таких зарегистрировано 496. Рост составил 67,6%. Передает пресс-служба прокуратуры республики.
С 29 марта по 9 апреля в органах прокуратуры республики будет работать горячая линия по вопросам соблюдения прав инвалидов, в том числе детей-инвалидов. Граждане могут обратиться с интересующими их вопросами в прокуратуры республики по следующим номерам телефонов: 36 19 33, 36 26 06. Ежедневно в рабочие дни с 9 до 18 часов. В прокуратурах городского и районного звенья звонки граждан в течение рабочего дня принимают прокуроры городов, районов, а также уполномоченные ими иные прокурорские работники. А теперь к происшествиям из-за пределы региона. Так, в Египте, в Суэцком канале продолжаются попытки снять с мели заблокировавший канал контейнеровоз. Как сообщает СМИ, 27 марта судно Ever Given немного сдвинулось после того, как из района происшествия извлекли порядка 20 тысяч тонн грунта. Также стало известно, что начала двигаться застрявшая в песке насосовая часть водного транспорта. Напомним, судно, шедшее под флагом Панамы из Китая в порт Роттердама, село на мель 23 марта в южной части Суэцкого канала. Контейнеровоз длиной 400 метров и шириной 59 метров заблокировал движение по каналу в обе стороны, из-за чего возникла пробка из более чем 100 судов. Как заявили в компании Evergreen, причиной случившегося стали погодные условия. Из-за сильного ветра судно отклонилось от курса и заблокировал канал. Предполагается, что операция по снятию судна с мели продлится около 2 дней. Между тем, на границе с Россией и Грузией в районе пункта пропуска Верхний Ларс водители больших грузов почти 2 недели стоят в многокилометровой пробке. На снятых кадрах можно увидеть, что для водителей был организован пункт горячего питания. Кроме того, сообщается, что местные власти обеспечивают дальнобойщиков водой и средствами личной гигиены. Отметим, что запрет на передвижение по военно-грузинской дороге был введен из-за неблагоприятных погодных условий. Морозы со снегопадами, метелями и ветром до 20 метров в секунду стали причиной запрета на передвижение больших грузов. В результате образовалась пробка, растянувшаяся по территории 3 республик – Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Ингушетии. Так, сегодня уже 13-й день, по-моему, если не ошибаюсь, если не больше. Едем в Турцию. А что взять? Гранула из Узбекистана. А вот кормят вас здесь часто? Ну, уже 3-й раз. 3-й раз вот получаю. А так все нормально. Как бы до этого было продукты, а сейчас уже закончилось все. Когда дорога откроет, лучше вы подсказали бы это. Волонтеры объединения по спасению диких животных HelpNaya пытаются забрать из Центра реабилитации раненых и измученных животных при травочной станции Подмосковья, где собак натаскивают на диких животных. Как сообщили зоозащитники, 14 марта один из волонтеров посетил испытательно-тренировочную станцию «Ферсановка», которая подозревалась в незаконной контактной притравке. Он подтвердил, что в тот день проходили тренировки охотничьих собак. Узнав дату следующей притравки, волонтеры отправились на станцию в понедельник с целью освободить животных. В объединении отметили, что вход на шоу стоил порядка 1500 рублей. Среди зрителей были замечены и дети, которые наблюдали за нападением собак на привязанного медведя. Волонтеры призвали полицию. По словам посетившего станцию сотрудника правоохранительных органов Владимира Майорова, по данному факту будет проводиться проверка. Материалы уже переданы следствию. Будет проводиться участковая точно проверка. Материал передан в дежурную часть, а дальше уже по указанию начальника будет участковую проверку проводить. Ну, соответственно, те документы, которые есть, они уже изучаются, плюс будут дополняться более новыми документами, потому что были уже проверки и сегодня в том числе у них. Это был обзор чрезвычайных происшествий. Берегите себя и до встречи в эфире. Дима, спасибо. Обзор чрезвычайных происшествий представил мой коллега Дмитрий Тымыров. А мы идем далее, переходим к событиям из мира спорта. В Ленске активно идет подготовка к спартакиаде по зимним видам. Хорошо развит в районе лыжный спорт, а вот с хоккеем сложностей. Нет тренера, хоккеисты занимаются самостоятельно. Как решается эта проблема и что ждет ленских спортсменов в ближайшем будущем, узнала Анна Кожевникова. Она сейчас с нами на прямой связи. Аня, приветствую, передаю тебе слово. Здравствуйте, Сергей. Мы сейчас находимся на хоккейном корте. Он буквально только что был залит, но на льду никого нет, так как все тренировки проходят у детей после обеда, у взрослой сборной в вечернее время, так как все участники взрослой сборной, люди работающие.
Сегодня буквально последние дни, когда хоккеисты могут заниматься на льду. Помимо отсутствия круглогодичного хоккейного корта, у ленских хоккеистов есть еще одна проблема – отсутствие тренера. Сейчас детей тренирует капитан взрослой сборной Виктор Стефанцов, буквально доведет их до конца учебного года, а далее спорткомитет будет искать тренера для хоккейной сборной. Наша хоккейная сборная должна была принять участие в зимней спартакиаде, которая проходит раз в 4 года в Якутске. Она должна была проходить в прошлом году, и все активно готовились. Но ее отменили буквально за несколько дней. Некоторые спортсмены из Ленска уже находились в Нерюнгри. В этом же году вывести хоккейную сборную на спартакиаду не получается из-за высоких финансовых затрат, так как спортсмены готовятся к соревнованиям по национальным видам спорта игры манчары. Туда поедет большая делегация от Ленского района. Но другие спортсмены из Ленского района, конечно, побывают на спартакиаде. О том, как идет подготовка, расскажет заместитель председателя спортивного комитета Александр Пляскин. В прошлом году мы серьезно к ней готовились. У нас и горнолыжная команда, хоккейная команда, команда лыжников, которые выставляют помимо лыжных гонок еще на биатлон, на спортивное ориентирование на лыжах команду. В общем, по всем направлениям целенаправленно шла подготовка. И вот из-за пандемии все эти соревнования отменили. Для того, чтобы отправить хоккейную команду на спартакиаду, нам порядка 700-800 тысяч необходимо для того, чтобы состав команды вывести. Достаточно накладно для нас, поэтому решили, что несколько выездов сделаем в соседний Мирнинский район на соревнования. Я думаю, что это будет более эффективно. Но в этом году, из-за того, что у нас сейчас основными стартами являются игры спартакиада по национальным видам спорта, игры манчары, основной упор денежных затрат мы, конечно, потратили на эти виды, на подготовку этих команд и на то, чтобы летом съездить большой делегацией на игры манчары в Бердигистях. И сейчас мы выставляем основные виды, это лыжные гонки на спартакиаду зимних видов спорта. Команда уже уехали, сейчас они проходят подготовку в городе Алдан, проходят сборы. Параллельно с ними также участвуют в соревнованиях школьники, это проходит первенство республики по лыжным гонкам. Помимо хоккеистов, лыжники поедут, конечно, на спартакиаду. У нас, в отличие от хоккея, развит лыжный спорт на высоком уровне. Имена ленских лыжников известны на всю республику. Это такие, как Антон Дегесов, Ярослав Котлерчук, Никита Арбатский. А Александр Калугин из Ленска вошел в сборную России на Олимпийские игры. Мы с нетерпением ждем наших спортсменов с различных соревнований, в том числе сейчас со спартакиады, с высокими, конечно, результатами, и расскажем о них в дальнейшем на нашем телеканале Якутия-24. Сергей. Аня, спасибо. Будем надеяться, проблема с тренером у хоккейной сборной в скором времени решится, но лыжникам пожелаем удачи. 5000 болельщиков смотрели игру отборочного тура чемпионата мира по футболу в Амстердаме на стадионе, а не по телевизору. Как такое стало возможно в стране, где очень сложная ситуация с COVID-19? Расскажем далее. При виде этой картины можно подумать, что жизнь вернулась в обычное русло. 5000 болельщиков пришли в Амстердаме на игру сборных Нидерландов и Латвии, которые хозяева в итоге выиграли со счетом 2-0. За кадром осталось предварительное массовое тестирование на коронавирус. Всех собравшихся проверили в один и тот же день. Эксперимент провел Королевский Нидерландский футбольный союз во время отборочного матча чемпионата мира 2022 года. Вообще, эта арена может вместить в 10 раз больше людей, но после жизни с ограничениями и такое количество практически шокирует, говорят болельщицы Джойс и Эви. Классно, конечно. Да, очень здорово. Сейчас же вообще нет подобных событий в жизни, и ощущения странные. И находиться среди такой толпы – это какое-то безумие. В футбольном союзе Нидерландов надеются, что все пройдет хорошо, и трибуны разрешат заполнить хотя бы наполовину уже к середине лета, когда должен пройти отложенный из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы.
Футболисты сборной России проиграли французам в матче группового этапа молодежного чемпионата Европы. Детали знает Власий Сергеев. Власий, приветствую. С каким счетом завершился матч и каково турнирное положение россиян? Сергей, здравствуй. Французы выиграли встречу со счетом 2-0, при этом забив оба мяча с 11-метровой отметки. После 2 туров предварительной стадии российские футболисты занимают 3-е место в своей группе. На их счету 3 очка. Здравствуйте, в эфире новости спорта, в студии Власий Сергеев. Молодежная сборная России по футболу уступила команде Франции в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы. Встреча прошла в Венгрии и завершилась со счетом 0-2. Взятие ворот провели Отсон Эдуар и Жонатан Иконе. Отметим, что оба мяча были забиты с пенальти. После 2 туров российские футболисты занимают 3-е место в группе С, имея в активе 3 очка. Французы с таким же количеством баллов идут на 2-й строке. В следующем матче россияне сыграют со сборной Дании, которая 6 пунктами возглавляет квартет. Встреча пройдет 31 марта. Заброшенные шайбы Александра Овечкина и Евгения Кузнецова помогли Вашингтону выиграть у Нью-Йорк Рейнджерс в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 5-4. В составе победителей помимо россиян взятие ворот провели Ти-Джей Оши и Том Уилсон. У гостей дублем отметился Колин Блэквелл. По разу забили Алексис Лафренье и Крис Крайдер. Для Овечкина шайба в этой игре стала 724-й в рамках регулярок, что является 6-м результатом в истории лиги. Вашингтон занимает 1-е место в таблице Восточного дивизиона, набрав 50 очков. Рейнджерс находится на 6-й позиции, имея в активе 34 пункта. Россиянин Данил Медведев одержал победу над представителем Австралии Алексеем Попыриным в матче 3-го круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов серии «Мастерс», который проходит в Майами. Игра длилась 2 часа 37 минут и завершилась со счетом 7-6, 6-7, 6-4. В 4-м круге россиянин сыграет с победителем матча между американцем Фрэнсисом Тиафо и сербом Душаном Лайовичем. В данный момент 25-летний Медведев занимает 2-е место в рейтинге ATP. В его активе 10 побед на турнирах под эгидой данной организации. Лучшим результатом россиянина на стартах серии «Большого шлема» является выход в финал. Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Бахрейна, 1-го этапа сезона чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1. Вторым линию финиша пересек нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull. Тройку лидеров замкнул сокомандник британца финн Вальтери Боттас. Россиянин Никита Мазепин из Хааса стартовал с 19-й позиции, однако вылетел на 1-м круге гонки. Отметим, что Хэмилтон в этом заезде прошел отметку в 5111 кругов в качестве лидера, тем самым побив рекорд немца Михаэля Шумахера. Следующий этап Формулы-1 пройдет в Италии с 16 по 18 апреля. Перейдем к событиям якутского спорта. Боксеры сборной республики завоевали 6 медалей на первенстве Дальневосточного федерального округа. Турнир прошел в Южно-Сахалинске. В активе якутян 1 золото, 1 серебро и 4 бронзы. Награду высшего достоинства в копилку команды принес Леон Иннокентьев, выступавший в весовой категории до 54 килограммов. Отметим, что благодаря этой победе якутянин стал обладателем путевки на первенство России. Гол студента СВФУ Яника Самплея помог Липецкому ЛКС в гостях победить столичный «Спартак» в матче заключительного тура регулярного чемпионата Высшей лиги России и выйти в плей-офф с 1-го места западной конференции. Встреча завершилась со счетом 4-10. Иворийский футболист завершил регулярку с 17 голами в 21 матче. Он является лучшим бомбардиром своей команды. В 1/8 финала ЛКС сыграет с Ростовом, который финишировал на 8-й позиции западного дивизиона. Первая встреча двухматчевого противостояния пройдет 3 апреля. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы. Сергей, у меня на этом все. Передаю слово тебе. С победами и поражениями на спортивном поприще нас ознакомил Власий Сергеев. А мы идем далее. Подведены итоги республиканского театрального фестиваля «Желанный берег». В течение месяца жюри оценивало порядка 20 спектаклей. Так, победителями в номинации «Лучшая женская роль» стала актриса театра Лонхо Нергуяна Маркова за спектакль «Три светила». А лучшую мужскую роль сыграл, по версии жюри, актер театра юного зрителя Георгий Бессонов в спектакле «Костюмер». В номинации «Лучшая режиссерская работа» выиграла Екатерина Тайшина за работу «Платформа. История одного вокзала» в театре оперы и балета. А лучшим спектаклем стали «Черная лиса» театра танца, «Сон шамана» театра Лонхо и «Судьба» театра кукол Якутии.
Поздравляю всех работников театра с Международным днем театра. Я очень рад, взволнован получением отличия. И свою благодарность хочу передать руководству Сахатеатра, коллегам и всем работникам театра. В Мирном начались работы по проекту культурно-развлекательной зоны в городском парке. На прямой связи со студией находится наш корреспондент в Мирном Марферина Алексеева. Марферина, приветствую. Расскажи, чего жителям не хватает в городском парке и какие поступили предложения? Ага, приветствую. На днях в город Мирный приезжали специалисты проектного бюро «Старт» и Горпроект из города Якутска для того, чтобы узнать от населения, как им лучше спроектировать и благоустроить зону парка, городского парка, самого излюбленного места горожан. И сегодня мы сейчас находимся в этом же парке и поговорим с главным архитектором города Мирного и узнаем о том, что же все-таки люди больше выбрали, как идет проект реализации. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, нам. Ну, действительно, у нас наш парк становится одним из самых излюбленных мест для отдыха населения. Это произошло благодаря тому, что в последние годы городская администрация обратила на него внимание, и запущенное место городское превращается на сегодняшний день в благоустроенную территорию. Мы в ходе рейтингового голосования предлагали жителям выбрать общественное пространство, которое они хотели бы, чтобы в городе были благоустроены. И вот как раз среди 5 пространств общественных одно из них — это культурно-развлекательная зона в городском парке. На сегодняшний день у нас, вот как вы видите, есть центральные аллеи, скамейки, там, где можно отдыхать детям. А вот как раз проводить культурно-массовые какие-то событийные мероприятия негде. И на территории парка находится площадка с памятником первооткрывателям алмазной трубки «Мир», которая также была одним из вот таких мест, одним из общественных пространств, которые мы уже благоустроили благодаря вот этой программе комфортной городской среды формирования. И на сегодняшний день вот какие-то мероприятия как раз проводятся там, хотя это не совсем правильно. Вот, поэтому... Вот как я знаю, что 3 года назад, допустим, здесь ничего не было, да, вот, большинство только лавочки, сейчас появился фонтан и очень много детской зоны вот такой развлекательной. Что будет, получается, в ближайшем будущем на расстоянии вот от 200 метров, там, где развлекательная зона, и чтобы так немножко разрисовать жителям, немножко, если вот, какая концепция? Но прежде всего мы собирали предложения от жителей, то есть потребности, что необходимо. И в итоге получается, что необходимы 2 какие-то универсальные объекта. Это, конечно же, такой своеобразный зеленый театр в виде амфитеатра небольшого, да, и танцевальная веранда, танцевальная площадка. И хотелось бы, раз уж эти объекты появятся, раз мы под них будем освобождать какую-то территорию, вокруг них обустраивать вот это общественное пространство для проведения интересных каких-то праздников, фестивалей и других мероприятий, то, конечно, хотелось бы, чтобы эти объекты были многофункциональные, чтобы там можно было и выставочное пространство организовать. И вот, Сергей Васильевич, подскажите, да, очень многие жители просили, чтобы у нас обязательно был какой-то теплый павильон. Да, вот с нами на прямой связи еще Сергей Миронов, главный архитектор управления жилищного коммунального хозяйства. Дополните, пожалуйста. Ну, могу сказать, что для нашего парка, для успешной эксплуатации в зимнее время остро не хватает теплого павильона. И вот в составе этой конкурсной заявки мы предложили и жителям города, и архитекторам, нашим коллегам из Якутска все-таки подумать на этот счет и сделать основным объектом вот этой зоны проектируемой именно строительство теплого павильона, куда могли бы горожане приходить, попить кофе в зимнее время. В таком случае, конечно, активность населения в зимнее время, активность отдыха населения в парке, да, в разы возросла бы. Спасибо большое вам за комментарий. А мы надеемся, что все-таки удастся сделать действительно развлекательную зону круглогодичной. Передаю слово студии.
Марферина, спасибо. Это была Марферина Алексеева о благоустройстве городского парка в Мирном. И в завершении коротко о погоде в крупных городах Якутии. В Алдании сегодня идет снег, минус 4 градуса. Вечером осадки продолжатся, похолодает до минус 7, а ночью до минус 11. Ветер от 3 до 8 метров в секунду. В Ленске настоящая весна и плюс 1 градус. Переменная облачность, однако к вечеру столбики термометра опустятся до минус 6. Без осадков ветер до 5 метров в секунду. В алмазной столице чуть холоднее, минус 1, облачно, ветер от 2 до 6 метров в секунду. Вечером также минус 6, ночью минус 10. В Нерюнгри временами снег, днем минус 4 градуса, ветер в порывах до 9 метров в секунду. Вечером минус 8, а ночью минус 11. И в столице региона, в Якутске, сейчас за окном минус 2, переменная облачность. Ночью обещают минус 12, ветер с порывами до 4 метров в секунду. Давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 50%. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что смотрели нас. Помните о безопасности, носите маски, дезинфицируйте руки, соблюдайте безопасную дистанцию и оставайтесь с нами.